Оккупанты собираются в наступление. Кто передаст Киеву ПВО, а кто не передаст? Иран захватывает португальское судно. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Реформы в Словакии вызывают беспокойство в Евросоюзе. Поправки рискуют подорвать борьбу с коррупцией и защиту финансовых интересов европейцев. А был ли мальчик? Мирный план Эрдогана. Знал ли о нем Эрдоган? Источник в администрации Эрдогана заявил РИА Новости, что официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву какой-либо проект урегулирования в Украине. Китай угрожает Филиппинам, а США угрожают Китаю. Любое нападение на филиппинские авианосцы или вооруженные силы в Южно-Китайском море привлечет за собой действие нашего договора о взаимной обороне. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал тоже не забывайте, это все очень важно. Летом Россия, вероятно, будет наступать на 4 направлениях. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на европейских журналистов и неназванных украинских чиновников. 4 направления – это в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Пишут даже, что РФ может попытаться взять город-миллионник Харьков или попробовать штурмовать Киев. Но больше всего аналитики Financial Times переживают о судьбе Часового Яра на Донеччине. Если Россия возьмет город, она потенциально сможет увеличить скорость продвижения вглубь Донецкой области в рамках ожидаемого летнего наступления. Европейские страны не соглашаются передавать Киеву ПВО, пишет Financial Times. После недели российских неустанных бомбардировок критической и гражданской инфраструктуры Украины в европейских столицах все равно не соглашаются передавать Киеву ПВО по просьбе Владимира Зеленского. Правда, авторы статьи не говорят, в каких именно столицах отвергают это предложение. Есть акторы по всему миру, у которых есть системы. Они не хотят отдавать их напрямую, а через третьих лиц. Это то, над чем мы интенсивно работаем, чтобы попытаться достичь этого как можно быстрее. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что ведутся активные переговоры с союзниками о приобретении 2 систем ПВО «Патриот» и одной «Сам-Ти». Источник Financial Times заявляет, что речь идет о Польше, Румынии и Испании. Но это все равно катастрофически мало. В то же время Германия объявила о передаче еще одной системы «Патриот» и боеприпасов к остальным. Последнее подтвердил даже министр обороны Германии, а президент Польши еще несколько дней назад заявлял о том, что больше систем у страны нет. Поэтому публикация Financial Times выглядит по меньшей мере странно. В российском Владимире несколько бутылок с зажигательной смесью прилетели в здание областной администрации. Один из таких коктейлей Молотова, по данным издания «Шот», попал в припаркованную рядом машину, которая, как оказалось, принадлежала начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений. Нападавший задержан. А на Урале продолжается разлив реки. Города все глубже идут под воду, которая добралась уже и до Кургана. Тем временем в Оренбурге местные разъяренные жители жалуются на власти, мол, те ничего не делали и не будут делать. И тем, что я строил, только экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все. За заработанные деньги заплачу, за то, что построил, заплачу налоги. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. А я потерял за всю жизнь, работал, и потерял теперь все. Понимаете? А вы сейчас успокаиваете меня. Не надо меня успокаивать. Я 7 суток не сплю. Вот. Никогда. А МЧС ничего не делает. Они сидят там, пирожки кушают. Вот. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Ни хрена они не работают. Мы вас услышали, вас ничего не услышали. Отойди в сторону. Отойди, не перебивай меня. Я вам еще раз говорю, не доводите народ. На вилы поднимем всех, блядь. Российские медиа пишут, что о возможном паводке в Оренбургской области в МЧС знали за месяц до его начала. Снизить ущерб от наводнения можно было, отрегулировав уровень воды в реке Урал, освободив место для паводковых вод в Иреклинском водохранилище. Но никто этого не сделал, и момент был упущен.
Реформы в Словакии вызывают беспокойство в Евросоюзе. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что изменения в Уголовном кодексе Словакии вызывают серьезные опасения в отношении соответствия законодательству ЕС. В феврале парламент Словакии одобрил реформы, упраздняющие специальную прокуратуру, которая занимается преступлениями на высоком уровне и снижает наказание за финансовые преступления в ускоренном порядке. Эти поправки рискуют подорвать борьбу с коррупцией в стране и защиту европейских финансовых интересов, заявил еврокомиссар. Поправки рискуют подорвать борьбу с коррупцией и защиту финансовых интересов европейцев, в частности, в том, что касается снижения штрафов. Комиссия отмечает, что принятая реформа решает некоторые вопросы, которые комиссия выявила в предыдущем проекте как несоответствующие законодательству ЕС. Израиль призывает Евросоюз признать Корпус стражи Исламской революции террористической организацией после захвата судна в Ормузском проливе. Иранский спецназ захватил контейнеровоз МСЦ «Ариес» под португальским флагом, которое шло из Арабских Эмиратов. А в это время с главой МИД Ирана поговорил Сергей Лавров, который отвечает за российскую дипломатию. Ничего не сказал про захват судна, но осудил Израиль за атаку по Дамаску. Кремлевские медиа сообщают о некоем новом мирном плане Эрдогана. Но на официальном уровне никакого подтверждения этому не прозвучало. РИА Новости вышли с опровержением, получается, самих себя, оставив ореол таинственности. Источник в администрации Эрдогана заявил РИА Новости, что официальная Анкара не передавала и не навязывала Москве и Киеву какой-либо проект урегулирования в Украине. Выгодно ли Эрдогану выставлять Турцию площадкой для мирного урегулирования? Будет ли он дальше пытаться это сделать? Эрдоган был замечен в том, что он очень хотел поспекулировать на миротворческом вопросе, потому что не все хорошо у него дома. Проиграл он с треском, не с треском, а достаточно серьезно проиграл местные выборы. И ему нужны какие-то победы, потому что что-то нужно продать внутрь. Если лира летит тартарары, то можно сказать, я пока сейчас отвлекся на другое, сейчас я решу тут вопрос мира в Украине и займусь лирой. Можно так, скажем так, посмотреть на этот вопрос. С другой стороны, если это не его план, он должен был выступить и сказать, что это все фейк, что он ничего не предлагал, что это все не мое, это мне подбросили. Такого пока я не вижу, поэтому логика в нынешней ситуации выглядит, как по мне, следующим. Нас пытаются прощупать все, кому не лень. На вопрос того, где мы можем отойти в сторону, где мы можем согласиться на давление. Президент Турции якобы предлагал заморозить войну, заморозить боевые действия и провести серию референдумов. Кажется не очень логичным для Эрдогана. Джо Байден предупреждает Китай о том, что любое нападение на совместный патруль из американских, японских и филиппинских кораблей повлечет за собой масштабный ответ и задействование договора о взаимной обороне. И я хочу внести ясность. Оборонные обязательства Соединенных Штатов перед Японией и Филиппинами незыблемы. Как я уже говорил, любое нападение на филиппинские авианосцы или вооруженные силы в Южно-Китайском море привлечет за собой действие нашего договора о взаимной обороне. Если Филиппины хотят действительно облегчить ситуацию в Южно-Китайском море путем диалога и общения, они должны выполнить свое обещание и придерживаться консенсуса и прекратить провокации, тем временем говорят в Китае. Риф раздора или очередной повод показать, что Китай главный в этом регионе. Что бы там ни было, будем надеяться, что до еще одного конфликта дело не дойдет. Во-первых, Филиппины прислали военный корабль, который незаконно сел на мель у рифа Ринай на долгое время. Это нарушило суверенитет Китая и декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море, особенно статью 5 о воздержании от действий по заселению необитаемых островов и рифов. Китай требует, чтобы Филиппины вернули риф в его первоначальное состояние. Во-вторых, Китай готов разрешить Филиппинам осуществить транспортировку и пополнение запасов при условии, что Китай будет заранее проинформирован о планах пополнения запасов
и проведет проверку на месте. Китай будет контролировать весь процесс. В-третьих, если Филиппины отправят большое количество строительных материалов и попытаются построить стационарные объекты и постоянные форпосты, Китай никогда не согласится с этим. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Любая ваша реакция важна, потому что YouTube тогда понимает, что это и другие наши видео можно показать большему количеству людей. Ну и не забывайте подписываться на канал. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.